Вот за эту поэму я бы ему 10 Нобелевских премий дал. Наши ценности стоят того, чтобы их держаться. У всякого уважающего себя поэта такое стихотворение должно быть. Нужна какая-то внутренняя драма нужна. Абузар Айдамиров настолько серьезный человек в литературе и в жизни. Я вообще считаю наше подрастающее поколение прекрасным. Да, мне интересно все, что касается человека. Это прошу вырезать. Владимир Солт, вас можно представить как патриота. Готовясь к программе, я обратил внимание на вашу яркую позицию по вопросам сохранения языка, традиции, культуры. Вы действительно увлечены этим делом. Насколько это вообще важно? Ну, если так сказать просто и образно, мир меняется, это новый уровень технологий, и, естественно, новая система ценностей. И я убежден в том, что вот эта модель, которая выстраивается в мире, да, гуманитарная модель, она все-таки все дальше и дальше уходит от тех божественных инструкций, которые получил человек от Всевышнего. Одна из самых главных таких инструкций, чтобы каждый народ сохранил себя как этнокультурное явление. Я создал вас народом. Да? И в этой связи я считаю, что и язык, да, и традиции, они являются вот платформой этнокультурного нашего кода. Насчет языка, да, вот именно сохранение национального, ну, самый большой вклад у нас внес Осман Юсупов. Его роман «Оман Театр» считается одним из самых выдающихся произведений, которые показывают богатство, красоту и масштабы нашего языка. Вот. Так что я, в принципе, не одинок. Это просто системный такой подход. Владимир Солт, вы сейчас затронули вопрос про, значит, роман «Оман Театр». Я вообще планировал этот вопрос задать чуть позже, но задам сейчас. Вот. Как вы определяете вот национальную идею чеченцев? Начнем с того, что национальную идею чеченцев еще никто не озвучил. Это первое. Второе. Надо сначала ответить на вопрос, что вообще такое национальная идея. Определение этому слову дано множество. Нет единого стандартного для всех определения. В моем понимании национальная идея – это, во-первых, многовековой опыт народа, плюс духовность этого народа, плюс те знания, которые накоплены представителями этого народа, плюс знания мировые, общемировые знания, и на основе всего этого вывести какую-то формулу, исходя из реальных возможностей народа, исходя из реальной картины этого мира, с таким расчетом, чтобы эта вот национальная идея объединила народ раз в настоящем, и чтобы эта национальная идея определила пути развития этого народа, чтобы при любых сложившихся обстоятельствах в будущем этот народ не потерялся. Какие бы бедствия не обрушивались на этот народ, чтобы он в конечном итоге хотя бы оставался народом, нацией. В этом плане, естественно, многие люди среди чеченцев задумываются над этим вопросом, но пока национальную идею никто не озвучил. Я тоже в своем романе, вернее в трилогии, пытаюсь подступиться к этому вопросу. Вопрос он состоит в том, мы сохраним себя как народ, как этнокультурный, или нет в системе новой цивилизации. Речь об этом. Нет другого варианта, кроме как сохранения своего языка, своих традиций. Не зря наш народ в течение тысячелетий держался вот этой системы ценностей. Сохранить их возможно только за счет сохранения языка, развития этого языка, ну и все это через литературу донести до читателя. Хорошо. Усман, у вас есть роман, обреченный на одиночество. И вот, готовясь к программе, опять же, в одном из таких книжных магазинов я нашел такое описание этой книги. Я процитирую. «Во многом необычное произведение. Невозможно определить его жанровую принадлежность. Это исторический роман, но не только. Это психологический роман, но не только. Это философский трактат, но не только. Это современность, но не только. Это конфликты между реальной действительностью, порой совершенно логичной, и внутренним миром человека, тоже не всегда логичным, но не только.
И роман, обреченный на одиночество, сможет удовлетворить самого требовательного читателя, независимо от его жанровых предпочтений. Вот. Вот о чем ваша книга, как вы определяете? Вот? По-моему, тот, кто написал все это, прекрасно, по крайней мере, исходя из моей позиции, прекрасно понял, в чем суть романа. Когда я брался за этот роман, я прекрасно понимал, что если я буду следовать какому-то определенному одному жанру, у меня останется много недосказанного. Жизнь разнообразна, а роман это по определению многих великих людей можно назвать роман это жизнь. Если я говорю о жизни, то мне совершенно недостаточно только психологического подхода, только какого-то социального или философского подхода. А что касается приключенческих моментов, то я даже не ставил перед собой цель развлечь читателя. У меня были другие цели. Роман, наверное, действительно нельзя отнести к какому-то одному жанру, но совмещение всех этих жанров дает мне возможность более полно преподнести не только картину действительности, но и психологический портрет каждого персонажа и всего народа. Поэтому, наверное, я немного расширил эти жанровые рамки. Усман, хорошо. Давайте мы тогда начнем нашу программу. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? Друзей у нас очень много, и если мы кому-то одному позвоним, другие обидятся. Пусть эта подсказка уходит. Хорошо. И первый вопрос мы начнем с прижизненного классика чеченской литературы. И звучит он так. К наследию какого революционного поэта часто обращался Абузар Эдамиров в эпиграфах своей трилогии? Сергея Есенина, Джона Китса, Шандора Петёфи, Горация. Вообще-то самым лучшим знатоком творчества Абузара Эдамирова является Осман Юсупов. Он переводил вот на русский язык «Молнию в горах» и «Бурю». Да, еще и «Калужский пленник». Да, 3 тома. Ну, давай думать. Ну, давай тогда так. Начинаем с Сергея Есенина. Так, Сергей Есенин с его вечной тоской, с его вечной ностальгией по дореволюционной русской деревне не мог быть революционным поэтом. Так, все как там. Гораций, ну это древнеримский поэт, да, о природе вещей написал. Да, он тоже не может быть, там революция не пахла. Это так, Джон Китс, да, он знаком, но это Англия, да. Вот. Шандор Петефи, я полагаю так, потому что у Абузара в «Долгих ночах» вот присутствует этот европейский элемент, фактор, да, вот когда пришли вот поддержать национально-освободительное движение чеченцев, да, люди, которые потерпели поражение во время польского восстания. Да, вот. И вдобавок ко всему, у венгерского народа в истории много таких трагических моментов, которые схожи с историей нашего народа. Да. Шандор Петефи. Ответ С. Абузар Эдамиров в своих произведениях часто обращался к наследию венгерского революционного поэта Шандора Петёфи. Абсолютно верный ответ. Именно поэзия Петёфи сопровождает повествование подготовки, ходе и трагическом исходе чеченского восстания 1877-78 годов. Да, это роман «Молния в горах». Да. Как раз ты переводил. Второй вопрос. За какой сборник философских поэм Ахмада Сулейманова предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию по литературе? Несколько слов, наши нравы, о судьбе, философский трактат. Так, наши нравы отметаем сразу. Отметаем. Это не Сулейманов Ахмад. Так, за философский трактат трудно представить, чтобы человека выдвинули на Нобелевскую премию по литературе, если это философский трактат. Но я знаю, что из всех изданных книг Сулейманова Ахмада наиболее громко прогремело маленький сборник «Цашидош», несколько слов. Хотя я бы оттуда вычленил эту поэму, поэма «Непокорности» или «Красная книга». Вот за эту поэму я бы ему 10 Нобелевских премий дал. Но
сходимся на ответе А. Вариант А. Несколько слов. В 1988 году Ахмад Сулейманов стал лауреатом Государственной литературной премии ЧССР за сборник философских поэм «Цаш и дождь». И вот эта книга вызвала широкие обсуждения, восхищение, что даже привело к предложениям выдвинуть автора на Нобелевскую премию по литературе. Абсолютно верный ответ. Третий вопрос. А по одной из легенд, из чего появился на свет герой нардского эпоса Сеска Солса – камня, огня, воды, воздуха? Так, воды отметается. Конечно. Воздуха тоже отметается. Конечно, Остается это не огонь, нечисть. остается огонь и камень, да? Огонь — это все-таки следы зороастризма, и отметается. Скорее всего, не скорее всего, даже, думаю, что он из камня все-таки. Нет, ты неправильно озвучил, ты не думаешь, что из камня, ты уверен, что из камня. Так что ответ А. Сеска Солса – главный герой эпоса, предводитель племени нарт-арсхойцев. Существует несколько легенд о его рождении, в том числе предание о том, что он появился из камня. Абсолютно верный ответ. Что дает нам возможность думать о том, что нардский эпос зарождался в эпоху неолита. Четвертый вопрос. Какой жанр в чеченской литературе появился благодаря Арби Мамакаеву? Эпистолярный, комедия характеров, роман-эпопея, скетч. Так. Комедия характеров. Нет. Роман-эпопея, естественно, нет. Роман в письмах. Или рассказ в письмах. В любом случае, зная его творчество, я склонен считать, что это вариант А. Эпистолярный жанр, это да, если взять еще несколько его стихотворений по моей памяти, это обращение к сыну, обращение к другу, как письма, но в стихотворной форме. Эпистолярный Ответ А. жанр. Эпистолярный. Арби Мамакаев обогатил чеченскую литературу, впервые введя эпистолярный жанр. Абсолютно верный ответ. Он также использовал обращение героев друг к другу в песенной форме, активно опираясь на традицию устной народной поэзии. В его творчестве впервые в чеченской поэзии стали устойчивыми образы природы. Мамакаев первым стал раскрывать главные социальные позиции своих героев через их диалоги, взаимоотношения и общие цели, а не только посредством авторского повествования. И пятый вопрос. Когда Абузара Айдамирова спросили о секрете его стиля, что он ответил? Просто пишу, ловлю прилагательные и убиваю их, пишу только по вдохновению, избегаю наречий и длинных параграфов. Так, давайте я порассуждаю немного. Подходим к вопросу методом исключения. Насколько я знаю Абузара Айдамирова, он никогда не мог сказать «ловлю прилагательные и убиваю их». Отсекаем. Почему? Потому что Абузар Айдамиров настолько серьезный человек в литературе и в жизни, что заниматься этой не было никакой необходимости. Он и так был бешено популярен. Избегаю наречий и длинных параграфов. Нет, Абузар скорее не обращал абсолютно никакого внимания на все это. Для него главное было донести историческую истину и донести свою мысль. Обращать внимание на это он не мог. Пусть редакторы, да. Пишу только по вдохновению. Абузар Айдамиров абсолютно не поэт, хотя у него есть стихи. Абсолютно не поэт. Абузар Айдамиров не ждет вдохновения. Я как прозаик могу заявить, что проза не нуждается во вдохновении, проза нуждается в труде. Проза – это адский труд. Поэтому остается просто пишу. Да, этот человек писал то, что считал нужным. Ответ А. Блестящая логика, конечно. Говоря о стиле, разные писатели делятся своими подходами. Да? Кто-то старается избегать наречий, кто-то минимизирует использование прилагательных. Многие полагаются на вдохновение. Когда самого Абузара Айдамирова спросили о секрете его стиля, он ответил «просто пишу». Возможно, это отражает его отношение к писательскому труду, как к ежедневной работе, требующей не только вдохновения, но и дисциплины. Ну, что-то интересно поставил вопрос. Молодец. Вам нужно вот это вдохновение, чтобы работать? Смотря что мы под этим подразумеваем, ну, у меня в моем творчестве всегда нужно какое-то внутренняя драма нужна. Обнажение нервов. Чтобы передать читателю, да, то эмоциональное
состояние, которое должно вот быть увидено им в героях моих рассказов, там, новелл или романов. Надерсвальд, наверное, нуждается во вдохновении. В силу того жанра, в котором он пишет. Да, его книга — это роман, сказки старого аббата, но роман этот состоит из более десятка новелл. Да, человек пишет новеллу, и он, если пишет новеллу, нуждается в некотором вдохновении. У меня другой вопрос. Я пишу такую железобетонную, тяжелую прозу. Мне не нужно вдохновение, мне нужно просто заставить себя каждый день садиться и писать. Давайте так, поэзия или короткий жанр прозы — это вдохновение, прежде всего. Крупные жанры — это труд каждодневный. Поэтому вдохновение меня как бы и не волнует. Усман, вот какие темы или идеи вы чувствуете себя обязанными исследовать в своем творчестве, даже если они такие сложные, не совсем приятные, неудобные? Так, давайте так. Я в процессе работы я никогда не забываю, в каком обществе я живу, к какому народу принадлежу. И я помню и о его духовных ценностях, о его морально-этических рамках, и в своей прозе пытаюсь не переступать эти рамки, не выходить за эти рамки. Да, мне интересно все, что касается человека. Да, мне интересно все, что касается моего народа. Но в процессе раскрытия образа и моего народа, и персонажа или главного героя, я чувствую, что есть некоторые ограничения. Хорошо, Усман. Надерсвальд, вот если бы ваша книги могли бы изменить в читателе одну вещь, что бы это было? Самая главная задача — восстановить связь поколений. Показать, что все-таки вот эта связь между старшим поколением и молодым, она прекрасна, если она базируется на высочайших нравственных устоях нашего народа. Вот об этом. И это было вот моей главной задачей. Я вообще считаю наше подрастающее поколение прекрасным. Оно прекрасно, оно лучше, чем мое поколение, во всяком случае, с тем, которым я вот вырос там и так далее. Но единственное, я чего боюсь, они начали терять то, что нас делало великим народом, величественным народом. А я не хочу, чтобы мы это потеряли. Пройдя через такие исторические эпохи, через катаклизмы, да, через цивилизационный опыт, я имею в виду разные религии, там, мировоззрение и так далее, и сохранить вот это выдающееся нравственное начало нашего народа, есть только два пути. Один путь ведет к Богу, Рамзан, другой ведет к Иблису. Я хочу, чтобы мой народ, какими кровавыми последствиями это не происходило, да, а наши предки такие потери, да, понесли, но чтобы не сойти с пути, который ведет нас к Богу. Вот это главная задача, которую я ставил перед собой. Да? И то, что я нахожу понимание в своих читателях. Потому что та ценностная система, в которой живет наш народ, я по своему опыту это знаю, по жизни в Европе, в арабских странах и так далее. Уверяю тебя, вот, наши ценности стоят того, чтобы их держаться. Так патриотично. Патриотично. Я люблю свой народ. Все. Я, кстати, и моя книга «Сказка старого», она вступление так и там и как раз я об этом говорю. Я люблю свой народ, каким бы диким он ни казался другим. А это 2002 год. Ну, красивый, кстати. А? Я люблю свой народ, несмотря на то, что кажется... Каким бы диким он казался. Ну, хорошо. Давайте мы вот продолжим наш 6-й вопрос. В сказке «Алхаст и Малх-Эзне» кто отправил Алхаста в путь за красавицей Малх-Эзне? Отец, братья, Сармик, одноглазый Нарт. Насколько я знаю, Алхаст отправился в путь после того, как его братья где-то какой-то залет совершили, у одноглазого Нарта, по-моему. И Алхаст пытается освободить братьев, правильно? Так, вроде да. Да, выходит, что тогда одноглазый Нарт
Это какой-то шантаж, конечно, с его стороны, но тем не менее выходит так. Да. Но он, Алгаст, отправляется туда, чтобы исправить косяк братьев. Ну да, да, да. Если ты добудешь в Малых Азии и приведешь ее ко мне, тогда сможешь забрать свою невесту, говорит Одноглазый Нарт. После Да, да. этого Одноглазый Нарт уже отпустил Дело в том, что Алхаста. потом он их еще и Да, возвращает в жизнь. Да. Чье имя в чеченской поэзии неразрывно связано с весной, ведь его так и называют поэт весны. Шейхи Эрсункаева, Алвади Шейхиева, Ямлихана Хасбулатова, Саида Гацаева. Так, рассуждаем. Но если вы знаете, можно сразу, наверное. Шейх Эльсункаев, я бы его исключил из этого списка, потому что он явно не пейзажный лирик. Алвади Шейхиев, он более философичен, нежели лирик. Ямлихан Хасбулатов, у него много тем, но так, чтобы его назвать поэтом весны, я бы не стал. Саид Гацаев с его знаменитой «Схосовоч му'ин шибаг ажнохчичу». Вот этот человек, по его поэзии, его можно назвать и поэтом весны, и поэтом света, я бы назвал. Это великий поэт. Саид Гацаев. Саида Гацаева называют поэтом весны в чеченской поэзии. Он посвятил этому времени года более 50 стихотворений. Его лирика – это восторженный гимн живительному солнцу, вечно юной, созидательной весне. За глубину и лиризм его также сравнивают с Есениным. 8-й вопрос. Мы опять возвращаемся к прижизненному классику чеченской литературы. В каком стихотворении Абузар Айдамиров смог сделать крамольный намек на трагедию чеченцев 1944 года? Размышления у портрета, родной край, Лермонтову, родной язык. Так, это Савинч Кавказа Лома. Нану Сахира Бера. Ночи Маркудац. Там намека нет. Размышления у портрета. Мне не знакомо. Это стихотворение мне не знакомо. Лермонтову вряд ли? Лермонтову вряд ли. Остается родной край, родной язык. Родной язык у всякого уважающего себя поэта такое стихотворение должно быть, и никуда от этого не денешься. Родной край, я так полагаю, что отсылку мысли читателя трагедии 1944 года могло прозвучать стихотворение «Родной край». Хала, вот смотри, первые два мы А и С мы отсекаем, да? Да. Родной язык, хала. Савинч Кавказа Лома. Уезжаешь Бахаш Налула, Нану Сахира Бера. Так, и декер док хаштыш гила санохчи маттара или. Это родной язык, цунухляцтво. Там нету никакого намека на выселение. Тогда остается даймер. Да, родной край. Стихотворение «Родной край» демонстрирует тонкое восприятие Абузаром Айдамировым мира, красоту его слога и искреннюю привязанность к земле предков. В нем чувствуется глубокая боль, связанная с трагедией, о которой, однако, в то время нельзя было говорить напрямую. 9-й наш вопрос. Какое животное в чеченской мифологии блокировало доступ людям к водным источникам? Вампел, Карбаш, Сармак, Ешев. Все, один такой момент. Это интересно. Это самый простой вопрос. Но дело в том, что, в принципе, вот в этом образе закодирована историческая информация. Сармак — это как бы аллегория на историческую эпоху, связанную, например, с нашествием Тамерлана. В ходе вот исследования топонимии нашей республики, я пришел к однозначному выводу, что, в принципе, Сармак — это как раз это войско вот этих тюркских племен, у которых на знаменах был этот дракон. Около нашего села вот есть такое место, Очиюрт, и там вот тропа, которая спускается к реке, она и называется Сармакня. Но дело в том, что мы там находили вот наконечник копий, стрел там и так далее. А потом еще выяснили, что рядом с этой тропой пролегает вот этот знаменитый ров Тамерлана. Так что, по большому счету, сын Давыда идет сражаться с Сармаком для того, чтобы освободить людей от... чтобы вернуть людям доступ к воде. Сармак – дракон, преимущественно обитающий в речных водах. В чеченской мифологии перекрывал людям доступ к воде или брал озеро в кольцо. За пользование водой требовал дань. Абсолютно верный ответ. И вот финальный 10-й вопрос. Как вы думаете, про кого будет
Ага. 10-й вопрос. Да. 10-й вопрос? Финальный 10-й вопрос. Мы что, дошли до 10-го? Вариантов уйма. Давайте Интрига послушаем. бешеная. И 10-й вопрос звучит так. Какое выражение мы знаем благодаря Арби Мамакаеву? Искусство все простить и жажда жить, недосягаемое совершенства. Осел тогда лишь узнал, что он осел, когда его за ухо потянули. Человек он умный, но чтобы умно поступать, одного ума мало. Истинно мужественное сердце должно встречать и победу, и поражение равно со спокойным чувством души. Так, давай рассуждать. Ну, давай начинаем с искусство все простить и жажда жить, недосягаемое совершенство. Это, скорее всего, больше азиатская философия, Нет, китайская. даже я бы сказал, Андерсон, для Арби Мамакаева, для тонкой такой души, это слишком академично, я бы сказал. Так, исключаем. Осел Пока тогда что, по лишь крайней знал, что мере. он если когда его на ухо потянули. Его за ухо потянули. Вот здесь как раз восточные мотивы. Так, дальше. Так, оставляем пока. Вот, Да. Дальше. Человек, он умный, но чтобы умно поступить, одного ума мало. Тоже вот. Тоже академическое что-то. Нет, это больше похоже на чеченскую психологию. Вот. На мудрецов предыдущего поколения. Ты посмотри, как сформулировано. Человек, он умный. Но смотри, это как перевели. Да, Он же на чеченском, я должен был говорить. Ну давай вот переведи пока в голове. Адам Вот, хейгал дошмдар, Так, слишком мудрено для чеченского языка, даже исключаем. Ладно, Це дальше. исключаем. Так, Истинно мужественное сердце должно встретить и победы, и равно со спокойным чувством души. так, теперь рассуждаем о Арби Мамакаеве. Так. Никто не должен Салихат, спорить, салихат. никто не должен спорить с тем, что это был мужественный человек. Раз. Да. Никто не может спорить с тем, что это был человек, который готов был прийти на помощь любому нуждающемуся в этой помощи, причем с риском для собственной жизни. Если исходить из того образа, который сложился у меня в голове и по произведениям, и по воспоминаниям об этом человеке, мне предпочтителен вариант «Д». А что касается осла в варианте «Б», я думаю, что, зная творчество Арби Мамакаева, он сказал бы, эту мысль он выразил бы совершенно по-другому, мне кажется. Здесь я не чувствую поэзии, здесь слишком все обыденно. Я склонен считать, что это «Д». Так, Хала, смотри, салихат, ПМ. Там же как раз и штирия, когда вот он нашел своего кровника, этот же кровник говорит, Ну, но он говорит, это же достойно вот встречать победу и поражение равно со спокойным чувством души. я за «Д». Я тоже за это. Давайте посмотрим тогда. На самом деле это верный ответ. Истинно мужественное сердце должно встречать и победу, и поражение равно со спокойным чувством души. Это Арби Мамакаев. Я где-то 3 года назад был в музее, вот там было где-то написано, и мне на самом деле они очень понравились, вот эти слова. Я подумал, даже будет какой-то символизм на 10-м вопросе, и победу, и поражение, в том числе вам, встречать с спокойным чувством души. Молодец. Мадирсолт, Усман, вы абсолютные победители. Я рад за вас. И небольшие подарки от нашей телекомпании. Спасибо. Честно скажу, ехал я сюда Без настроения. без особого настроения, ожидал другие эмоции. Мне понравилось то, что вопросы были подобраны именно с таким расчетом, чтобы и телезрителя, и нас с тобой еще раз заинтересовать литературой. Понравилось. Очень хорошие вопросы. Спасибо за эти вопросы. Спасибо за эту игру. И спасибо за еще одну возможность пообщаться с моим народом, с нашим народом именно через наших телезрителей. Спасибо большое. Мне очень понравилось. И если когда-нибудь прозвучит еще одно предложение прийти сюда, естественно, тогда уже я раздумывать не буду. Ну, я благодарен
10-й вопрос, в том смысле, что вот ты серьезно отнесся к участникам передачи за ту атмосферу, которую ты создал. Да? И по большому счету, вот сама эта программа, она очень необходима. Я понимаю, что могут ссылаться аудитория слабая там и так далее. Но, Рамзан, культура, литература — это такая вещь, которую нужно насаждать сверху. Это логика. Вот, да, вот. И я очень рад, что вот вопросы, да, они как раз касались тех вещей, о которых мы хотели сказать своим читателям. Да. Спасибо Доброе большое. слово. Доброе слово. А на самом деле было немного неудобно всю программу задавать вам, писателям, вопросы про чеченскую литературу. Тем более я молодой, как-то вот у меня тоже была такая мысль в голове. Но я хочу заметить, что никак не экзаменовал вас, такой цели и не было. Цель была просто создать интересную программу. Я думаю, у нас получилось. Я рад, горд, что вы приняли приглашение, пришли, что вы победили, хотя сомнений не было в этом плане. Я был на самом деле рад познакомиться. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев. Играйте в интеллектуальные игры, они вас точно ничему плохому не научат. И помните, что знание — это сила.